В год здоровья в Тампонском улусе при поддержке правительства и Министерства здравоохранения республики сделан качественный рывок в укреплении материально-технической базы Центральной больницы. В прошлом году в целях ее модернизации было выделено около 76 миллионов рублей, и это во многом благодаря слаженной работе администрации района во главе Якова Степанова и администрации самой больницы под руководством главного врача Владислава Крылова. Так были приобретены 4 ультразвуковых аппарата, 2 стационарных и 2 портативных переносных, которые распределены как в стационар, так и в поликлинику. Все аппараты высокого экспертного класса, они улучшают нам диагностику и дальнейшее лечение пациентов. К нам приезжают со всего района в среднем до 15 человек в день. В УЗИ-аппаратах имеются 3 датчика: секторный, конвексный и линейный. Больше обращаются по УЗИ брюшной полости, щитовидной железы и мягких тканей. Портативный УЗИ-аппарат – это легкий и мобильный помощник при диагностировании. Компактность и автономность позволяют эффективно использовать его при оказании первой медицинской помощи, а также в случае нетранспортабельности пациента. Хороший доктор и внимательный, и так для лечения. Спасибо ей большое. Отношения очень хорошие. Аппаратура сейчас здесь все на месте. Ни на рентген не надо куда-то ходить, ни в другое место. Все здесь на месте. И УЗИ. Вот приехали, сидя на месте, сделали УЗИ. Я не хожу никуда. Вот. Очень все хорошее обслуживание. И девчата все, санитарки, очень хорошо относятся все. Спасибо всем, большая благодарность. Особенно Эльвире Степановне. Вот. За ее щедрость души. Очень хорошо, внимательно. Валентина Лёлина свыше 40 лет трудится в Центральной райбольнице. Хандыкчане ее знают как бессменную медсестру пункта переливания крови Тампонской больницы. Сейчас ветеран труда по совместительству работает медсестрой кабинета фиброгастроскопии и колоноскопии. В прошлом году этот небольшой, но очень нужный кабинет обновлен современными аппаратами – гастроскопом для проведения ФГДС, колоноскопом и бронхоскопом. Желающих пройти диагностику достаточно, поэтому пациентов принимают по записи в порядке очереди. Вот это колоноскоп хранится. Вот сейчас я могу включить. Так, шкаф стерилизации включается. Ультрафиолетовое облучение. Если у нас раньше был колоноскоп и гастроскоп, то бронхоскопа не было. И вот в настоящее время подошел аппарат бронхоскоп. Это, конечно, плюс дает тому, что наше население, не обязательно им ехать в Иркутск, а по показаниям можно обследоваться в нашей больнице, и дает возможность удаления инородных тел, что часто бывает с пациентами. Поэтому это очень большая подмога нам пришла. В год здоровья Тампонская больница впервые получила 16-срезный, отвечающий всем международным стандартам, компьютерный томограф стоимостью 34,5 миллиона рублей. Горнодобывающая компания «Полиметалл» помогла больнице, выделив 5,5 миллионов рублей для подготовки кабинета компьютерной томографии в срок. В августе 2021 года кабинет уже был готов и сегодня отвечает всем требованиям Санпин. В ноябре в ходе пусконаладочных работ инженером-аппликатором из Москвы проведены пробные снимки. Для Тампонского района это очень большое подспорье для диагностики заболеваний, таких как инсульты, черепно-мозговые травмы, переломы множественные и грудную клетку также смотрим. Это для нас это облегчает по времени и для правильной постановки диагноза и тактики лечения и ведения пациентов. Также у нас в планах обучение рентген-лаборантов на инжекторе. Будем проводить рентген-контрастирование для аппарата. И это еще больше углубит такие диагностики, как при таких заболеваниях, как онкологические
Это у нас инжекторный аппарат уже поступил. Будем в дальнейшем обучаться и в работу внедрять. Все эти годы в Тамбовской больнице из-за отсутствия возможностей все пациенты, нуждающиеся в компьютерной томографии, направлялись в город Якутск. Причем запись велась за месяц, а то и 2. Было очень много неудобств, в первую очередь для пациентов. Открытие же кабинета КТ позволит своевременно диагностировать тяжелые патологии, так как он оснащен тем же оборудованием, что и современные центры медицины, в таком же количестве и качестве. В ближайшее время ожидается получение санэпидзаключения, после которого кабинет компьютерной томографии полностью будет готов к работе. В районной больнице есть 2 рентген-кабинета – в стационаре и в поликлинике. В последнюю почти месяц назад поступил современный стационарный ФЛГ-аппарат и дуограф – стационарный рентген-аппарат. Степан Никифоров работает рентген-лаборантом в Тамбовской больнице с 1987 года. Начинал с пленочного флюорографа и очень рад, что в последние годы на смену старому оборудованию приходит цифровое. Опытнейший работник здравоохранения считает, что работать стало интересней и результативней. Сделайте вдох, не дышать. Дышим, все, одеваемся. Стало работать лучше, легче, качество снимков вообще несравнимо, чисто, все в цифровом формате. Даже можно снимки по Архимеду, программе Архимед отправлять в город Якутск. И это очень удобно для врачей, для больных. И так работа сразу видно, и для больных лучше стало, и для работы персонала тоже как-то стало легче, результативнее. В этом плане развитие есть. В 2021 году в Тамбовской центральной больнице продолжилось обновление автопарка. Были получены сразу 3 автотранспорта – санитарная машина, реанимобиль класса «Б» и передвижной медицинский комплекс на базе автомашины КАМАЗ. Первый реанимобиль класса «Б» в райбольницу поступил в 2015 году. Сегодня их уже 3, которые базируются в поселке Хандыга. Новая санитарная машина для амбулаторно-поликлинической работы доставлена в оленеводческое село Тополиное. В этом году такие же автомашины получат и Теплоключевская, Крысхаджайская врачебные амбулатории, а в следующем Джибарь-Тихоинская, Мигиналданская и поликлиника райцентра. Таким образом, все врачебные амбулатории будут обеспечены новым автотранспортом. Буквально перед Новым годом по региональному проекту развития первичной медико-санитарной помощи в Улус поступил передвижной медицинский комплекс, который улучшит доступность медпомощи для отдаленных наследников, что особенно актуально в условиях пандемии. Там у нас находится 3 кабинета, гинекологическое кресло, также спирограф для измерения показателей легких, также есть анализаторы гемоглобина, сахара, Но все это полностью предназначено для медицинских осмотров, очень хорошее оборудование, также есть и реанимационная укладка, и уже у нас прикреплен врач отделения медосмотров, который будет выезжать, проводить эти осмотры, также узкие специалисты будут выезжать. Уже совсем скоро новый передвижной комплекс будет задействован на выездных медицинских осмотрах, благодаря которому увеличится охват населения, в том числе маломобильных пациентов, медосмотрами узких специалистов. Улучшится углубленная диспансеризация взрослого населения. Для работы врачей передвижной мобильный комплекс будет очень удобным для осмотра пациентов и также для самих пациентов, так как бывает в фельдшерско-акушерских пунктах не все вмещаются. И можно осматривать пациентов на месте сразу в передвижном мобильном комплексе. Но я считаю, что для нашего района это очень полезная штука. Дело в том, что у нас некоторые наследия на поселке находятся на удалении, и качество дорог
это оставляет желать лучшего. А вот с этой техникой мы уже можем и в любую распутицу проехать, доехать, в те же тополя на 300 километров, в Охотский перевоз. Вот. Мы уже планируем выезды. Машина проходимая, 6х6, вместительная, да, это большой медицинский передвижной комплекс. Между тем, в Тампонском районе укомплектованность врачами составляет более 60% и средним медицинским персоналом на 80%. Потребность в кадрах сохраняется. Многие выезжают за пределы Улуса, уходят на заслуженный отдых. Но благодаря государственным программам в коллектив вливаются новые работники. Если остановиться на кадрах, в 2021 году к нам приехали работать по программе земский доктор-стоматолог, врач-педиатр, участковый терапевт в врачебную амбулаторию Тополиная. Также у нас прибыл фельдшер, фельдшерско-акушерский пункт Ариталон. И они все уже на местах работают, оказывают медицинскую помощь. Также эта программа будет и действовать в 2022 году. Мы должны укомплектоваться такими врачами, как кардиолог, анестезиолог-реаниматолог, и другие специалисты. Приток медицинских сестер идет и за счет открывшегося в Хандыге в 2017 году филиала Якутского медколледжа. Первые 16 выпускников получили свои дипломы в 2020 году и 100% трудоустроились. В 2022 и 2023 годах окончит колледж еще 2 выпуска. Сегодня из-за острой необходимости в фельдшерах стоит вопрос открытия фельдшерского отделения. У нас есть вакансии, это Джибарики Хая, врачебная амбулатория, вызывной фельдшер, требуется теплый ключ, ФАП-ударник, также на скорой помощи. Но у нас не так много вакансий для того, чтобы мы могли создать группу. Поэтому мы хотим привлечь соседние районы для того, чтобы получить бюджетные места. И очень много у нас хотят обучаться из других профессий. Также вот на сестринское дело переобучаются, приходят студенты из других профессий, которые уже имеют высшее образование в каких-то других отраслях. Таким же образом, вот сейчас на фельдшера очень много ко мне подходили люди тоже из других профессий, спрашивают. И мы будем пытаться, конечно, к этому идти, чтобы еще здесь открыть нам фельдшерское отделение. Для качественного лечения пациентов необходимо создавать комфортные условия. В 2021 году в Хандыге на 5 миллионов рублей проведен капитальный ремонт поликлиники. В планах этого года капремонт врачебной лаборатории Джибарики Хая. В год здоровья с выездным осмотром населения в Тампонский район приезжали бригады врачей из города Якутска. Первыми прибыли врачи-онкологи Республиканского онкологического диспансера во главе заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Петра Никифорова. Бригада осмотрела больных, состоящих на учете, и пациентов с подозрением на злокачественные образования. В этом году в поселке Хандыга по национальному проекту здоровья планируется открытие Центра амбулаторной онкологической помощи. И у нас в 2022 году запланировано открытие Центра амбулаторной онкологической помощи. Наша материально-техническая база нашей больницы соответствует, всем критериям, поэтому уже работа ведется по поводу открытия. И там же планируется поддержка от администрации в виде ремонта помещения, подготовки вот этого Центра амбулаторной онкологической помощи через Полиметалл. Также вот здесь поддержку оказывает сам глава Яков Иннокентьевич, потому что это очень приоритетное, актуальное направление, именно онкологическая служба. Вот. Поэтому работа такая вот ведется. Осенью в Хандыге прибывали врачи-офтальмологи Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы под руководством главного врача Ивана Луцкана. За 2 дня выездной работы были обследованы 45 пациентов, больных катарактой. 40 из них прооперированы, оставшиеся 5 человек направлены в город Якутск. Бригады офтальмохирургов, которые были командированы в распоряжение Тампонской ЦРБ, вся медицинская документация будет находиться здесь, потому что именно Тампонская ЦРБ обладает соответствующей лицензией на проведение офтальмохирургических операций. И благодаря вот такому тесному сотрудничеству Тампонской ЦРБ, администрации
администрации района, которые помогли с размещением и доставкой наших хирургов непосредственно сюда, в Хандагу, были проведены эти операции, и пациенты получили качественный новый уровень жизни. Пациенты выразили признательность за своевременную медицинскую помощь и профессионализм. Спасибо большое, что вы сюда приехали. Вообще, да, все спасибо. Они такие заботливые, такие внимательные. Спасибо им. Благодарность – это самая большая оценка труда медицинских работников. Но пандемия сплотила всех – и врачей, и пациентов, и меценатов, и руководство на самых разных уровнях. За последние годы в Тампонском районе в рамках программы «Модернизация здравоохранения» сделано немало и продолжает делаться многое для коренного улучшения обслуживания населения в райцентре и на слегах.